Месяц Рамазан – это месяц благих дел и духовного очищения. Сегодня мы вместе сможем помочь замечательным людям. Услышать музыку, создать ее своими руками, голосами, научиться ритму, мелодичности. Шанс на безграничное творчество могут потерять дети, кто ограничен в возможностях с рождения. Казанская музыкальная студия «Низами» проводит бесплатные занятия для детей-инвалидов. Этих особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу. У кого-то ДЦП, у кого-то ментальные нарушения, кто-то страдает комплексом заболеваний. Здесь не делят на особенных и здоровых, берут на занятия всех желающих. Буквально за пару месяцев чудесные изменения. Незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие начинают петь. Их педагоги, слепые музыканты, на собственном опыте обучают детей по собственной методике. И делают это бесплатно. Ездят в соседние города на индивидуальные занятия за собственный счет, но теперь они нуждаются в помощи. Выигранные когда-то гранты на исходе, а музыкальные инструменты требуют ухода, иногда ремонта. Оборудование по системе Брайля стоит дороже обычных. Помещение нужно держать в чистоте, а коммунальные услуги оплачивать. Сейчас денег нет даже на бензин. Если крик о помощи не будет услышан, в ближайшее время студия закроется к осени. Сейчас пойдет. Это знает каждый ребенок. Если завести карусель шарманки, будет музыка. Правда, здесь для начала нужно взяться за ручку поустойчивее или вообще нащупать в пространстве. В маленькой гостиной маленькие люди, чья жизнь началась с какой-то череды медицинских ошибок и больших неудач. Но они слушают и играют. То, что кажется другим чем-то совсем обыкновенным, здесь порой чудо. Это Варя. Она очень активна и мечтает петь полной грудью. С диагнозом ДЦП их никуда не брали. Какой вокал, какая музыка. Мечтайте о чем-то другом, более существенном, но сердцу не прикажешь. И вот с маленьких шагов и первых звуков колокольчиков начался прорыв на этом тернистом пути. 2 года мы учились ходить на тросточках, Варя она ходит на ходунках, но правую тросточку мы удержать не могли, потому что у нас правая, она вот так вот ходит и все. Начали играть на колокольчиках на 2 руках и начала удерживать правую трость. Для меня был шок, я просто пришла потом в студию, я говорю, Диляре, я говорю, представляете, Варя научилась ходить на тросточках вот, благодаря колокольчикам. Музыкальная студия «Низами» считается студией незрячих, но обучает самых разных детей с особенностями развития. Главный ансамбль – единственные преподаватели этой школы, как проводники в таинственный яркий мир слепого человека. 1, 2, 3, 4. Это Диляра. Она обучает детей по специальной методике. С ней вдруг становится очевидным, что слепые не бродят в потемках собственного невежества и что разделяет не слепота, а лишь представление о ней. Допустим, я, например, нахожусь в одной комнате, а у меня мама там разговаривает с кем-нибудь в другой комнате, я, например, могу спросить, а когда вот он приедет? Мама говорит, я же тебе еще не говорила. Я говорю, да я знаю уже. Ну, то есть такие учеников, я вот скажу честно, я их очень люблю, я их ощущаю и как своих учеников, и как близких мне людей, если я вот подумаю о том, что расставаться. Одна даже мысль об этом повергает меня в очень такое печальное, тяжелое состояние, граничащее, наверное, даже с какой-то внутренней потерей сознания. Этих особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу. У кого-то ДЦП, у кого-то ментальные нарушения, кто-то страдает комплексом заболеваний. То, что начиналось как эксперимент, оказалось так нужно многим. Здесь не делят на особенных и здоровых, берут на занятия всех желающих. Буквально за пару месяцев глобальные изменения. Незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие начинают петь. В России такого нет, это точно. Я мониторю очень внимательно все, что происходит в этой области. Более того, это большая редкость в мире. Я поддерживаю отношения с преподавателями в Соединенных Штатах Америки, Бостон и Нью-Йорк. Я знаю, что происходит в Израиле. Я знаю, что происходит в Германии в специализированных школах. Я скажу, что мне не стыдно за эту работу. Ребята блестяще справляются с тем, что на них возложено. У них очень хорошие ученики. Я все жду, когда следующий поток, который выйдет уже от моих учеников, тоже начнет преподавать. Значит, колесо провернулось дважды, дальше телега должна двигаться. Школы искусств испытывают большие трудности в работе с такими
детьми, а мы бы могли проводить семинарские занятия, мы бы могли проводить учебу для таких педагогов, которые работают с такими детьми. Около 30 детей. Это единственный в России музыкальный центр, кто обучает незрячих детей по нотам, переведенным в систему Брайля. Благодаря этому слепые поступают в музыкальные колледжи. Все занятия безвозмездны. Их педагоги даже ездят в другие города и районы Татарстана, давая бесплатные уроки. Средств не хватает. Дети играют на инструментах, принадлежащих центру, а их около 70. В обычной жизни они просто не по карману родителям. Нам не хватает системного финансирования. Мы уже давно не грантовые. Грант – это вот у тебя коридор временной 3 месяца. За 3 месяца должен чему-то научить. А что через 3 месяца? Я выгоню, что ли, всех? Мы продолжаем с ними работать, несмотря на то, что оплата уже кончилась. И таким образом мы без системного какого-то финансирования работаем больше 2 лет. Обычно в душе заглядывают они, но теперь мечты могут оборваться в любой момент. И вот сейчас, сидя на кухне, они пытаются освоить один из простых, но сложных уроков – смеяться, когда тяжело. Что случится, если не будет студии? Что случится? Ну, давай. Не знаю. Мир развалится, наверное. Ну что, потому что я так без поддержки, без руководства особо хоть и умею, но не умею, короче, без руководства. Вот. Что не умеешь без руководства? Заниматься не умеешь без руководства? Ну умею, но как-то мотивации нету. С вами поболтать. Со мной поболтать, потому что с тобой все уроки-то и болтаем только. Честно говоря, это целый мир на самом деле, и нам бы очень хотелось, чтобы он также ярким и красочным и интересным всегда оставался для всех, и как можно больше особенно детей имели возможность в этом мире быть, расти, развиваться. Недавно вся группа ездила в Нурлат, где выступала с концертом в школе искусств. Делились опытом, как заниматься с особенными детьми. Пока все держится на энтузиазме родителей. По просьбе Дмитрия Бекчентаева Минкульт Республики подготовил концепцию масштабирования в Центр для обучения особенных детей по нотам, переведенным в систему Брайля. Если не будет финансирования, студию придется закрыть к осени. Сейчас они ждут поддержки и просят государства, как это ни странно, открыть глаза, вглядеться в мир чуть внимательней, иногда равносильно прозрению. Я знаю, что движение бумаг требует времени. Хотелось бы, чтобы эти бумаги поскорее пробежались по кабинетам, и хотелось бы, чтобы они дошли до первого лица, и наш раис Рустам Наргалеевич внял нашим молитвам и просьбам. И поставил нас в систему, чтобы мы были как музыкальная школа, но особенная. А учительница наша целый день нас мучает, не пускает погулять, все чем хотите. Ну-ка давайте. 3, 4. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней.